Привет всем! Сегодня четверг, 8 августа. Я напомню, что мы вот в прошлом году с Димой и с Аялом, с Морсом, то есть втроем, пытались в сентябре, что-то там начало сентября было, число 10, где-то 8, доехать до Этекёля, до Татинского района. Но в результате доехали только до Новорогана, но это меньше половины пути было. От Нижнего Бестяха где-то сотку всего проехали. Ну и из-за погодных условий там холодно было ночами, поэтому решили возвращаться в город. Как бы не доделали поход. Вот. Но сейчас я говорю, как бы цели себе такой конкретно не ставлю, но там доехать до Этекёля, там до Черепчи, ну как получится. Все-таки загадывать не надо тоже. Я не люблю вообще загадывать наперед. Там, ну как обычно, вот загадаешь там туда-сюда, план какой-то ставишь, а потом может и не получиться. Такое вот иногда бывает тоже. Поэтому как получится, так получится. Вроде бы готов, и велик нормально себя на Еланке показал. В прошлом видео, кто видел, вы, наверное, видели, там какая дорога. Тем более таких страшных дорог там не будет. Но главное, чтобы дождя не было. Если там пройдет дождь, то капец. После асфальта там глина с камнями, ну такими. Песка нету вроде как. Но дорогу там разнесет жестко, если дождь будет. Но опять-таки по прогнозу я немного глянул сегодня и увидел, что дождь вроде бы только на следующей неделе будет. А на этой неделе вроде и по РП 5, и по КИС метео. Погода нормальная. Днем 24, солнечно. А ночью там плюс 9 уже, плюс 8. В общем, погода кайф, нормальная, надо ехать. Тем более отпуск. Когда еще такой шанс предоставится? Только, наверное, в следующем году. И то там планы, может, поменяется. Ну, еще дожить надо до следующего года. Времена сложные. Ладно, не будем разглагольствовать. Едем дальше. Здесь я в сторону Гресса еду, микрорайона. Тут хорошая дорога, но она сейчас скоро закончится и такая каменистая начнется. То есть ремонт еще не до конца сделали. Ну вот, дорога, оказывается, вот метров 200 всего осталось асфальта положить по бабушкиной. Ой, куда ты двигаешь? Ну вот что ты делаешь-то? Я не понимаю таких водятлов. Видит, что еду. Специально еще назад сдает. Так, ну вот о чем я. Вот асфальт положили. Нормальный такой. Ну и 200 метров там осталось доделать. И вся улица, вот этот объезд асфальтовый получится. Теперь не буду я там кругами мотыляться через 50 лет советской армии, через эту убитую дорогу, вечно раздолбанную, как после бомбежки. А буду здесь ездить. Вот я на переправе. Скоро паром уже подошел. Здесь вот такая система прохода. Если зеленый, то можно проезжать, красный. Люди стоят, ждут. И вот 3 коридора таких. Погрузка идет, говорят, на причале номер 2. Поедем на причал номер 2. Вот он как раз. Причал номер 2. Паром стоит. Надо куда-то вот туда в начало заехать, чтобы выходить одним из первых. Не ждать, пока все выйдут. Ёшкин кот тут. Дорога, конечно, такая себе. Ну,
Так, надо теперь туда ближе к выходу встать. Вот здесь поставился, недалеко от выхода. Паром загружается потихоньку. Мы доплыли где-то до середины реки. По времени уже где-то час. Вот, паром на переправу плывем. Вот. Наверху там, если видно, чайки. Они ждут, пока им будут бросать еды, хлеб там и так далее. Паромные чайки местные. Так, главное, чтобы дождя не было. Вот что меня больше всего напрягает, это дождь. Блин, если дождь будет, то снова хана будет походу. Я что-то с собой, по идее, взял 2 тушенки, макароны, рис. По пути еще хлеб надо взять. И в Нижнем Бестяхе воды 2 полторашки или 2 двухлитровых. Вот так, кофе, чай есть, как обычно. С голоду не помру, там еще 2 кафешки впереди будут нормальные. Ну, наверное, даже и не буду заходить так, если зайти пирожки взять домашние, и все. Кстати, по проезду, проезд на велике и на пассажира, ну, на один человек 200 рублей стоит. Цены выросли, раньше, помню, за полтинник гоняли сперва, это вот в начале 2000-х, потом сотка стала, потом 150, ну, с каждым разом все больше. Цены на все растут, и на перевоз пассажиров, и на еду. Так, а вот насчет Димы, да, ну вот с Димой собирались все-таки ехать, но даже отпуск мы вместе взяли, но у Димы работы много сейчас по там, всякие задания у него, поэтому его не отпустили даже в отпуск. Печально, поэтому вот я еду один, ну и Морс тоже там к полумарафону беговому готовится. В субботу будет якутский полумарафон на 21 километр, и там многие наши товарищи участвуют, это Миша, там сам Дима Чао, Морс, ну и другие ребята, очень много будет там участников. Я к бегу так нейтрально отношусь. Бег, конечно, хорошо, но к таким мероприятиям, по идее, надо заранее готовиться, там, а не за месяц. Ну и как-то это, если я бегаю, то так чисто ради тренировки, ради поддержания как бы тонуса. Кстати, давно не бегал, может, все хочу начать хотя бы в неделю по 2, по 3 раза бегать, тоже было бы полезно. Вчера еще Фантом написал нам в группе, ну, в WhatsApp мы общаемся, написал, что уже в Магадане ребята остальные, кто ехал с ним там, ну, где-то порядка 8-7 человек, я так понял, они еще не доехали до Магадана, но уже там поблизости находятся. В общем, что я хотел там рассказать, история такая там была, связанная с медведем. Там, в общем, когда они ехали по старому Колымскому тракту, я так понял, там они остановились отдохнуть. Там Лиля, ну, одна из как бы велотуристок, пошла в этот, что-то к реке, там то ли воды набрать, то ли что. И потом они слышат, такая, ну, она выбегает, там бежит и кричит: медведь, медведь, короче. И получается, там медведь, оказывается, был, и он за ней побежал, когда ее одну увидел. Она от него, короче. И тут раз она прибегает к ребятам, кричит: медведь, медведь. Там они, у них этот, пневмопушка такая была, ну, типа этого клаксона. Клаксон, в общем, достали этот, там, кто что там музыку включил, кто телефоны, короче. Кричали как там, ну, от страха, короче. Ну и медведь в итоге так и не подбежал. Ну, то есть, как бы бежал, но и остановился, и, короче, этот, в кусты куда-то и убежал от звуков. Да, короче, вот
все-таки медведь, ну да, такое опасное животное, но дикое, конечно. Если в лесу там один останешься, вот так вот резко там побежит, но я думаю, шансов не будет. Тем более, если убегать. Но в ее случае я не знаю, там как получилось, может она от ребят далеко находилась, может и это лучше, может она побежала. Тут как бы толпой начали все гудеть, там, тарахтеть, там, поэтому медведь убежал. А если бы она там встала, не убегала, как начала бы кричать, да, он фиг бы, наверное, ее и не забоялся бы, подбежал бы, ее тупо за собой бы в лес утащил и все. Так что я думаю, наверное, Лилия все-таки, как и инструктор, она как бы оценивает по ситуации. Я думаю, она правильно поступила, что к ребятам побежала, которые рядом находились. Такая история была. Кстати, медведей очень много стало в Якутии. Что в Алдане, что там на Колымской тракте, на Колымском тракте. Ну, это численность, короче, не регулирует никто. Раньше там вроде как бы лесничие там занимались, там службы специальные были. Сейчас, по-моему, ну, есть службы, там что-то писали в новостях, 80 медведей там по Якутии. Ну, как бы сократили поголовье, да, охотники. Там 80, это как капля в море, мне кажется, там их гораздо больше. Но вот все-таки опасно, да, вот так вот выезжать. Так, ну вот мы подъезжаем к тому берегу. Осталось совсем немного. И потом уже с берега в Бестях, я как говорил, там надо закупить еды, воды и двигать дальше. Вот такая отличная погода сегодня. Не облачко, такие облака, как бы они не в счет, как бы даже солнце не закрывает. По телефон смотрел, это температура плюс 18. Вот так по ощущениям где-то плюс 20, наверное. Короче, днем, ну, плюс 24 обещают, поэтому будет тепло. Самая такая идеальная, комфортная температура будет сегодня. Так, ну вот, друзья, я вышел с парома первый. Сейчас, наверное, подожду, пока машины проедут все и буду двигать уже в сторону трассы. Все машины выезжают. Ну и мы скоро тоже. Там тоже такой светофор установлен. Вот и первый подъем. Подъем на Нижний Бестях. Вот, смотрите, какая красота. Река, лес, солнце светит. Что может быть еще лучше? Как говорит один из известных велотуристов, нет ничего лучше, чем два колеса. Так одно и есть. Фух. Тихонько вкручивать. Вот тут такой нормальный градиент. Где-то, наверное, 8. Даже, может, еще и 10. 10%. Почти поднялись. Немножко осталось. Фух. Указатель в Бестяхе стоит. Чурапча налево, Большой Невер направо. Ну и что ты мне сигналишь? Так. Короче, еще, друзья, заезжал в шаурмичную. Купил одну классическую шаурму за 220. Ну, там бутылка воды по литр 200, да, там, ну, почти полторашка, 55 рублей.
Вот, такие дела. В общем, и бананов взял, 4 штуки бананов, чтобы в пути до Тюнгюлю, до кафе ехать, чтобы, ну, чтобы запас какой-то калорий был. Ну и так вот отъеду сейчас подальше, наверное, может до Техтюра, либо до Суола доеду. Там шаурму открою, поедим нормально. В общем, голодать не будем в этом походе. Еды будет много. Ладненько, в путь. Подъезжаю к Стелле Якутск-Магадан, трасса Р-504. Такая Стелла. Вот эта информация, маршрут. Ну, время сейчас 12:03. Думаю, ближе к часу остановиться, пообедать, шаурмы поесть, кофе согреть. В общем, как-то так. Ну, ветер такой жестко встречный, тормозит капитально. Ну вот еду, средняя 17-18, больше не дает разогнаться. Чурапча 140, Техтюр 5, Бедемет 28. Ну, Бедемет направо будет, а нам прямо туда по основной федеральной трассе. Так, вот виднеется Стелла, Техтюр. Это 41-й километр трассы. Сегодня, да, взял селфи-палку, чтобы кадры немножко поразнообразнее были, чем ранее, интереснее. Вот, приближаемся к Стелле Техтюр. Сейчас я вам покажу. Это Техтюр. А я остановился на обед, уже 13 часов, на таком месте, где когда-то Андрей Едунов в походе с Москвы до Магадана останавливался. И вот под этим мостом в этой речке ловил рыбу. И надо сказать, он удачно тогда, ну, штук 7, наверное, 8 рыбок поймал. И вот я сейчас покажу, где у его палатка даже стояла. Вот, по-моему, палатку он прямо вот здесь, на этом месте, ну, под мостом там поставил. Вот, и здесь он выходил, рыбачил. Вот, это речка Суола. Ну, на обратном пути, если поеду, если будет такая же жара стоять, ну, теплая погода, я, наверное, все-таки занырну в эту речку. Она не глубокая, так, просто помыться, как говорится, чтобы себя пот там смыть. Ну и все, наверное. А если получится, может, даже тоже и останусь, переночую. Классный поход, ребята, сегодня. Классная погода. Душа радуется. Все супер. Вот тут у меня стоит велосипед. Андрей, привет. Там еще у меня шаурма в пакете. Сейчас достану, буду есть шаурму. Вот, друзья, я забрался под мост. Вот здесь, на этом месте, по-моему, Андрей ставил палатку. Здесь ночевал. Рыбу тут варил. Потом готовил. Завтракал. Вот такое место красивое. Смотрите. Вода еще упала, но весной здесь очень много воды бывает. Прям вот до сюда, наверное, доходит до... Вот, где вот тут как ступеньки идут, до первой ступеньки. Все в воде бывает. Красивое место. Вот здесь, по-моему. Да, по-моему, вот на этом месте, вот там, наверху палатку он ставил. И там спал. Ну вот я приступаю к трапезе. Достал шаурмы. Нормально.
шаурма классическая пойдет. Но в походе даже просто бутерброды, хлеб с колбасой, там, с салом, и то, как бы ешь, и так, знаете, вкусно всегда. Не как вот в городе. Вот в городе ты поешь бутерброды, да ну нафиг. Там вряд ли я бы эти бутерброды стал есть. А в походе все, как говорится, за милую душу улетает, съедается, и шаурма вот, это вообще как, не знаю, ну короче, не передать словами, очень вкусно. Ну, вот под мост забрался в тенечек. Тут тенечки хорошо, прохладно, ветер. Речка журчит. Красиво. Да. Сейчас кофе буду. Воды надо согреть. Ну, для этого надо сейчас еще достать горелку газовую. Вот такая маленькая у меня горелка БРС 3000 титановая. На Алиэкспрессе брал что-то. То ли за 800, то ли за 900 рублей. На это резьбовая горелка. Вот, и сюда она на баллон накручиваешь. Затем вот так, надо еще воды набрать. Водичку я на кейджах стал возить. Раньше я водичку велоштаны возил, но сейчас вот кейджи от Кайлера появились у меня. Очень удобная штука. Воду возить. Не надо там что-то колхозить, какие-то флягодержатели придумывать. В этом плане кейджи гораздо лучше. Ну что, зажигаем горелку сперва. Так. Надо еще воды, водички набрать. Для кофе. Все, много не буду. Столько хватит. Полстакана. Вот, ну и буквально минут где-то 5. И вода уже должна такая быть горячей. Если не закипит, все равно я туда кофе насыплю и буду кофе пить. Вот я дома все перемешал. Сделал 3 в одном. Сюда сразу сахар, сухое молоко и кофе Nescafé Gold. Ладно, ждем пока. Ну все, вот вода закипела буквально за 5 минут. Вот я сейчас заварил тут кофе. Вот у меня в такой кружке. Блин, горячее. Значит, подождать, чтобы немножко остыло. И будем пить кофе. Так, тем временем на часах 13:57. До Черепчиста 30. Налево это Тамтор. Но нам туда не надо. Нам прямо. Ну, следующая деревня это Чингилю. Там еще кафешка будет. Ну, посмотрим, будем заходить или нет. В принципе, пообедал нормально. Если там пирожков только взять на вечер, что-то такое, воды купить обязательно надо. Полторашку хотя бы одну. И двигать дальше. Так, уже 40 километров проехал. Время 14:30. Ну что сказать, вот 2 мотоциклиста проехали.
Ну, эндуро байки видно, такие все запыленные, тоже с баулами, короче. Ну, видимо, с Магадана, наверное, ребята катят. Ну, мы поприветствовали друг друга. Это уже у нас по традиции, вот если велотурист едет, ну и кто-то на мотоцикле, видно, что, ну, тоже издалека едет. Ну и вот уважение тоже товарищам надо поприветствовать. Поэтому я всегда приветствую мотоциклистов, велосипедистов. Ну, это так принято, такие как бы негласные как бы традиции, правила. Ну и помогать еще надо, если увидишь, допустим, у кого-то проблемы, надо всегда остановиться, тоже помочь, и с чем можешь. Что такая взаимовыручка, она всегда должна быть на дороге. Так, а я вот такой лес справа меня и тень такая на дороге. Такой в полутенечке еду. Но ветер все равно встречный. Но не дает сильно разогнаться. Даже вот в горку, под горку еду, и то не могу набрать там даже 20-ник. Где-то вот среднего 18-19, где-то так. Но зато ни комаров, ни мошкары вообще нету. Там, когда у моста сидел, тоже ни одного комарика, ни одной мошки. Тьфу-тьфу. Главное, чтобы их не было. Ну, на всякий случай, у меня этот с Алиэкспресса типа сетка такая пришла. Просто на голову одеваешь ее. Это от мошкары, от комаров спасает. Я еще не пробовал, но с собой взял на всякий случай. Вдруг пригодится. Тумул. А вот мы и в Тумуле. Скоро. Ну, а тут Тумул и Тенгюли, по-моему, в одном месте все. Сразу две деревни. Вот. Ладно, сейчас магазин надо искать. Закупить воды. Еще что-нибудь. А, думаю, сок взять какой-нибудь холодный. Такой газировки охота. Типа дюшеса, что-нибудь такое. Буратино. Сейчас видно будет. Вот здесь такая кафешка есть. Кафе Нал называется. Здесь остановился. Вот тут фигурки есть из дерева. Магазин еще. Можно там закупить что-то нужно. Так. А вот конечка автобуса в Тенгюлю. Автобус ходит возле кафе. Ну и до Чурапчи 100 километров асфальта. Так, ветер также все встречный. Ну ничего, катим дальше. Короче, в кафе покушал на 500 рублей. Взял жаркое с мясом и берешь компот. И 2 бутылки воды еще купил. Вот. Ну, 500 рублей, короче, ушло. Потом там магазин еще рядом был. 2 больших супер сникерса взял. И буханку хлеба. Ну, еще колу взял, так, литр колы. Вот так, в охотку иногда пью газировку. И адреналин тоже, вот, адреналин раш маленькую самую. Чтобы взбодриться немножко. Еще 100 километров пилить, как минимум. Ну, время 16:02 уже. Ну, думаю, часа, наверное, 8-9, наверное, уже. Надеюсь, доеду до Чурапчи. Посмотрим, в общем. Ладно, поехали. О, смотрите, аист, вон, наверное, не видно, вон аист взлетает. Либо стерх, но с такими, с большими крыльями птица.
Он садится опять. Ну, на камеру, наверное, не видно, но красивая птица. Вот, коровы пасутся. Столько много коров. Все с тенгулю. Да, сейчас вот такие холмики были по Стенгелю. То вверх, то вниз. Пока кола холодная, остановился попить, передохнуть. Короче, где-то 95 километров до Чурапчи осталось. Надо ехать дальше. А вот, друзья, тот поворот налево. Мы в том году с Димой и с Морсом вон на тот поворот заезжали. И вот где-то метров 200 от него вправо уходили. Там лэп такая, просека. Там, короче, ночевали. Потом, как я вот ранее говорил, там задубели ночью. Нифига не выспались. Ну, считай, ночь не спали. Это 87-й километр. Ну, ночь не спали. С утра уставшие все. Ну, решили, короче, не ехать в Чурапчу. А так у нас план там был до Итыкёля доехать. Но, блин, холодно было. И решили не рисковать в такую погоду. И, ну, днем-то нормально еще более-менее. А вот ночью вообще дубак. Там минус 5, минус 8 где-то было. Вообще никто не спал фактически. И отсюда обратно вернулись на следующий день. Вот такой немножко неудавшийся велопоход у нас был в том году. Ёшкин кот, впереди такой подъем. Тягун длиннющий. Сейчас будет спуск, а потом подъем. Ну ничего, залезем мы в этот подъем. Где наша не пропадала? Бывало и больше подъема, конечно. Ладно, это так уже. Ворчу уже, потому что 16:40 уже вечер, а я всего 69 километров только проехал, блин. Ну ладно, все, скоро в гору. Я на 110-м километре трассы проехал, вот тут кафешка была еще, Сандалы. Но там, видимо, закрыто, ни машин, ничего нету. Ну и дорога вот какая-то странная пошла, как будто бы мелкий такой слой свежего асфальта положили. Он такой шершавый какой-то, не очень-то и накатистый, черный. И такой немножко вязкий даже. По нему вообще скорость не получается набрать. Вот еду средняя 17-18. Ну и также ветер, как обычно, ветер встречный. Вот по компу показывает 91 километр. Если так посчитать, до Чурапчи еще 69 километров осталось. По компу это 160 будет километр. Вот. Так. Вот такая природа, конечно, красивая. Поля, поласы, озер много. Но речек вообще нету. Соло вот была до этого одна речка, все. Дальше, наверное, и не будет уже. В основном озера. Вот и граница, Чурапчинский улус. Отсюда 60 километров до Чурапчи. А я тем временем на границе Чурапчинского района. Здесь такая стела интересная в виде круга. Сейчас подъеду, сниму поближе. Вот Чурапчи написано. Вот стела.
Маралай 25, Чарапча 55, Магадан 1855. Фу, так, 55 километров. Так, время у нас 18:55. Без велосипеда, как пройденная дистанция 4 километра. Ну, 55 километров, я думаю, ну, наверное, мы все равно осилим. Сейчас 7 часов только. Ему о своих планах. Поэтому вот и здесь случилось. Надо постараться. Но солнце еще вот светит. Еще. Но скоро начнется закатываться за горизонт. Как обычно, с небольшого сообщения. Хорошо бы до темноты успеть. Ну как получится, посмотрим. Не будем загадывать. Главное дальше ехать. Да, дорога пошла веселее. 27, 28, даже до 30 доходит. Скорость возросла. Ну еще такие спуски хорошие. В общем, нормально идем, хорошо. Давай рано на рассвете и запомни, что закат приходит тогда, когда его совсем не ждешь. А вот мы и на трассе! И мы на трассе, да. Лучше, чем два колеса. Да, нет, а ничего. еще лучше, два чистых колеса. Так, ну это у меня фоном как и пастух, Андрей Идунов. полностью отвечает за поколение. Ну просто скучно иногда бывает. Когда-нибудь от него потребуется Когда жест, этот... выражающий самозапретность. Дорога как бы монотонно идет. Я поэтому немножко закачал там Едунова, там, ну, какие-то серии, чтобы это фоном как бы. Ну, этот как бы отчет Москва-Владивосток идет. Ну, я вот так фоном включил, слушаю. Там 3 часа. Вот, ну, закат, вон видно, наверное, за мной солнце садится уже. Вот так. Погода, комфорт. И, слава богу, ветер уже не так сильно дует. То есть вообще как бы штиль, по-моему. Вот даже на деревья смотрю, ветра как будто бы вообще нет. Ну, где-то 50 километров, наверное. Где-то так, 50. 52 километра осталось до Чарапчи. И там, наверное, место надо искать. Там озеро есть, такое красивое место. Когда-то там Серега из Белоруссии, который в Магадан гонял, тоже года 4 назад там останавливался. И тоже Андрей там останавливался, когда в Магадан ехал. Вот это бы озеро бы найти до темноты, но боюсь, могу не успеть. Уже время 19:09. А может и успею еще. Там как раз вроде от Чарапчи не так далеко, километров 10 до этого места. Может быть, еще успею. Еще найти это место надо. Но оно у дороги как бы справа. Там небольшая свалка, так по записям помню. В общем, надо, наверное, поднажать сейчас. Что там, 50 километров по асфальту. Тем более ветра такого нету. Надо успевать. О, она. Чей-то мотоцикл стоит. Один стоит. И никого не видно. Так, ну в общем, где-то 4-5 километров до Маралаи, да, осталось. И после Маралаи еще 30 километров до Чарапчи. Тем временем время 19:54. Ну, вроде бы как бы успеваем, не знаю, до темноты. Темнеет сейчас где-то, наверное, в 10:30, в 11, наверное, после 10. Ну, так, впритык, наверное, где-то приедем. Но я думаю, должны успеть. Вот так трасса видно. Асфальт хороший. Классно катится. Ну и в спуске в основном что-то подъемов совсем мало. Все вниз куда-то идет. Друзья, я наконец-то вот очень рад, нашел это место до Маралая, ну, до Мугудая, вот тут деревня. Ну там 2 километра где-то осталось. Отлично, связь работает. А я все к чему говорю, то что нашел это место, где когда-то вот 2 года назад Андрей Едунов здесь
останавливался ночевать. И вот он с этого озера набирал, кажется, воды, потом ее там фильтровал вот здесь на берегу, и потом там ее кипятил и что-то готовил из этой воды. Тут еще помню, там в серии его коровы ходили, и он это что-то так говорил, зеленая вода-то, но ему как бы место понравилось это. И вот я, если вот Андрей смотришь, вот смотри, если ты посмотришь эту серию мою, вот все так же здесь красиво, прекрасно, закат красивый. Ну и я по времени успел, сейчас 20:03. Наверное, дальше не поеду, лучше здесь останусь и здесь переночую. Почему? Потому что уже, ну и темнеть начнет час. Ну и здесь вид очень красивый. Легендарное место, можно сказать, надо оставаться здесь и переночевать. Так, ну что ж, друзья, если так видно, да? Ну, вряд ли видно, но, в общем, проехали 129 километров. Почти что время в пути 6 часов 54 минуты. И сейчас время 20:41. Пора, ну вот я уже поставил палатку сюда. Вот, думаю, костер разжигать или нет, но думаю, может, горелкой обойдусь. И что-нибудь на горелке, там тушенку разогреть, макарон сварить, либо рис. Ну, в общем, так как-то. Вот такое тут красивое место. Озеро. Вот тут такая тропинка есть. Ну вот, озеро. Дорога тут проходит. Вон на той стороне берега, напротив меня, какие-то юрты, там что-то еще стоит. Походу там сенокосчики, наверное, там живут. Вот, я ладненько сейчас назад в лагерь. Тут типа такая просека, я на просеке расположился. Вот там справа лошади, вот здесь они по просеке хотели пройти, меня увидели. И щук такие сиганули в лес. Потом я слышу там топот их. И вот они сейчас справа вот здесь. Наверное, к озеру пойдут воды пить. Отдыхать тоже. В общем, вот палатка. Здесь я вот тут велик поставил. Сейчас надо будет что-то. Ну и вечером вот сейчас чай хочу разогреть, чай попить. Так, ну вот тут макароны с тушенкой у меня. Ну, как супчик такой получился. Вот на горелке приготовил, уже темнеет. 10 час, 9:30 где-то. Вот. Думаю, еще немножко маленький костер разжечь. И на костре банку сжечь. Ну, чтобы тушенка не воняла, не привлекала. Обжечь ее надо. Потом там в деревню приеду, выкину в урне. И этот, ну, кофе. Или, лучше чай. Чай хотел, да. В общем, посмотрим, может, без костра обойдемся. Так. Тушеночка. Да, очень вкусно получилось. Как всегда. Даже без соли. Что-то соль не стал брать. Ну, без соли, в принципе, нормально. Ну, что-то почти литр. Вышел литр макарон. Что-то многовато я, наверное. Попытаюсь все равно все съесть.
Да, вкусно очень. Ну это надо хорошо поесть. Сил набраться на завтра сегодня. Так, калорий много сжег. Ну, плюс еще, когда нормально поешь вечером, ну перед сном, то замерзать не будешь. Если вот на голодный желудок, ну, то есть не поевший, ложишься, ну и, во-первых, восстановление медленнее происходит, и ночью мерзнешь. Потому что тебя ничего не греет. Ни рис, ни макароны. А так вот раз, поел, и нормально. Всю ночь, всю ночь как бы не страдаешь от холода. Ну, ночь сейчас где-то плюс 10, плюс 9. Ну, в прошлый раз минус 5 было. Мы тогда офигели с пацанами. Вообще дубак, я даже уснуть не мог. А сейчас еще можно поспать. У меня 2 спальника. Думаю, нормально. Подушка еще. Подголовник есть. Думаю, нормально будет.